Впервые в 2019 году парламентские выборы в Молдове будут проходить по смешанной избирательной системе. Это означает, что 50 из 101 депутата будут избираться так же, как это было принято до сих пор, по партийным спискам. А 51 депутат пройдет в парламент по одномандатному округу. 24 февраля 2019 года состоятся выборы в парламент Республики Молдова, а также консультативный республиканский референдум. Итого будет 4 избирательных так называемых бюллетеня, 2 бюллетеня по выборам. У нас впервые в Республике Молдова введена смешанная избирательная система. В одном бюллетене будут партии, то есть список партий, то есть эта практика нам знакома, мы до сих пор избирали по партийным спискам. Во втором бюллетене будут списки кандидатов, то есть по одномандатным округам. Эта практика для представителей Гагаузии знакома, так как по одномандатным округам мы избираем депутатов в Народное собрание Гагаузии. Для проведения парламентских выборов и референдума был образован 51 округ, 48 из которых на территории Молдовы и 3 за рубежом. Деление на округа происходило на основании количества избирателей. Учитывая, что на территории Гагаузской автономии проживает более 130 тысяч человек с правом голоса, здесь было создано 2 округа – номер 45 и номер 46. Это означает, что в парламенте Республики Молдова нового созыва от автономии будут избраны 2 депутата. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии по выборам парламента, на территории Гагаузии образовано 2 округа. 45-й – это Камрадский одномандатный округ, куда входят все села и сам муниципий Камрад, а также прибавили по численности населения села Гайдары и Киритлунга. Традиционно. И второй округ – это Чедерлунско-Вулканейский, где объединены села Чедерлунского и Вулканейского районов. Примерно они равны по численности населения. В принципе, в Камрате выборы пройдут на тех участках, на которых камрачане традиционно голосовали. Это 12 избирательных участков. В остальных населенных пунктах самые крупные населенные пункты – это Кангас, он имеет 4 избирательных участка, в Кирсово 2 избирательных участка, Дизгинже 2 избирательных участка, в Буджаке 2 избирательных участка в силу географического расположения, в остальных населенных пунктах по 1 избирательному участку. То есть, в принципе, ничего в системе голосования не изменилось. Выборы проводятся по той же схеме. Единственное, что в Камрадский одномандатный округ добавились 2 населенных пункта. Это Киритлунга и Гайдар. Одновременно с парламентскими выборами в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита жителям страны предстоит ответить на 2 вопроса. Что касается республиканского референдума, будет 2 вопроса. Первый вопрос будет связан с сокращением количества депутатов от 101 до 61. И второй вопрос будет связан с институтом отзыва депутатов. Я думаю, что никаких сложностей в этой части не будет, если граждане будут проявлять внимательность. Многих пугает количество, но при этом в содержательном плане никаких сверхъестественных, так скажем, отличий или особенностей нет. Через это мы проходили, мы голосовали и по партийным спискам, в Гагаузии в частности голосовали и по одномандатным округам. Что касается референдума, если на выборах мы выбираем кандидатов, то на референдуме мы отвечаем на конкретный вопрос. Будут конкретные, краткие, емкие вопросы, где необходимо будет ответить либо да, либо нет. Как отметил председатель окружного избирательного округа номер 45 Игорь Янак, когда-то уже была попытка проводить республиканский референдум. Однако граждане Молдовы не были достаточно информированы об этом. Как следствие, референдум не состоялся. У нас была такая попытка провести республиканский референдум в 2010 году, но этот референдум был изначально обречен на провал, так как не было информации. Граждане не знали, какие вопросы будут обсуждаться на референдуме. Но сегодня довольно-таки четко и кратко и лаконично законодатель изложил соответствующие вопросы. Это количественный момент, что касается количества депутатов, и, естественно, вопрос, связанный с отзывом депутатов. Один из вопросов, на которые должны будут отвечать избиратели на референдуме, о процедуре отзыва депутата в случае его невыполнения обязательств.
Это хорошая возможность повлиять на то, чтобы каждый кандидат, пожелавший стать депутатом, помнил, что в любой момент этот мандат можно и потерять. Высказался в интервью телеканалу АТВ руководитель общественной организации «Народное единство» Николай Мордарь. Если депутат, то есть процедура такая уже, не исполняет свои обязанности, плохо работает, то мы можем, избиратели, его отозвать. Это, я вам скажу, очень хорошее, потому что каждый депутат будет думать не то, что меня избрали, я могу уже 4 года я здесь обеспечен. Нет, это легко, можно будет его отозвать, и он может лишиться депутатской своей кресла, как говорят. Второй вопрос будет касаться сокращения депутатов в парламенте со 101 до 61. По данному вопросу существуют разные мнения. Я думаю, что многие граждане согласны с той позицией, что есть необходимость сократить чиновничий аппарат, то есть и в том числе в области парламента. Ну, по крайней мере, такое мнение бытует. И кроме того, что касается института отзыва, это новый институт, но при этом также довольно-таки широко обсуждался, в том числе на территории Гагаузии, конечно же, касательно депутатов Народного собрания Гагаузии. Другого мнения по данному вопросу придерживается руководитель общественной организации Николай Мордарь. Для нас, для Гагаузии, лучше, чтобы было 101. Почему? Потому что если 61, вы знаете, может так сократить это, что мы попадем в Гагаузию, и еще молдавские несколько дадут нам районный центр, и можем даже остаться без депутатов даже. А когда 101, ну вот уже 2 участка есть, мы знаем, что 2 независимых уже можно, пройдут точно Гагаузы. Ну, может быть, еще от партии пройдут. Но поэтому этот 4-й бюллетень нужно обязательно хорошо изучить. Избиратель – это не только право, но и ответственность. Мы решили поинтересоваться у жителей нашей автономии, намерены ли они исполнить свой гражданский долг и что их мотивирует. Я бы не выходил. Значит, почему? Потому что Кишинев, Молдова отобрала все полномочия у так называемой гагаузской автономии. Я лично всегда голосую. Старики еще ходят, потому что у них менталитет остался тот, 100% уверенности в завтрашнем дне. Я не вижу, что в селе не голосовали. У меня сын дома, но целая семья выходим. Надоело детям, потому что все обманывают. Все обманывают, никого не верите. Сегодня еще как бы выступает очень красиво, говорят. Ну, аж не знаешь, как сказать. И одни верят, другие не верят, потому что надоело верить. Какое, что эти выборы что-то дадут такое, что можно будет найти работу здесь и людям оставаться дома. А потому что они не знают, кого выбирать. Они ничего не знают про тех людей, которые баллотируются. Не смотреть только на 24 февраля, потом 5 мая, потом не знаю какой. А каждый божий день вести определенную работу. Привлекать. Вот тогда получишь результат. По округу номер 45 зарегистрировано 7 кандидатов. По второму округу под номером 46 зарегистрированы 5 кандидатов. В каждом избирательном округе может пройти 1 депутат, набравший с первого раза большинство голосов.